Вносятся государственные символы Российской Федерации и Республики Башкортостан. Звучат гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Слово имеет глава Республики Башкортостан Хабиров Радий Фаритович. Кадрле Тустар, Ватандаштар, дорогие друзья, соотечественники, сердечно поздравляю вас с государственным праздником, Днем Республики. Он ознаменован важным для всех нас событием. Сегодня на Советской площади мы торжественно открыли памятник командиру легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Это наша дань памяти подвигу всех павших в боях защитников Родины. Сегодня с нами почетные гости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Иван Иванович Крупко. Генеральный инспектор Министерства обороны России генерал-полковник Валерий Петрович Баранов. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы, Герой России, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов. Сегодня с нами в зале делегации братских для нас
Республики регионов, Республики Татарстан. Дорогие друзья, уважаемые наши братья из Татарстана, пользуясь случаем, я хотел передать слова глубокой благодарности Минниханову Рустему Нургалиевичу. Более 2000 наших парней проходят боевое слаживание именно в Татарстане, в Казани. И Рустем Нургалиевич сразу позвонил и сказал, какие нужно создать условия. Мы сделаем все для наших братьев-башкир. Низкий поклон, спасибо вам за это. У нас сегодня делегация братского для нас родной Чеченской Республики. Я хотел передать особые слова благодарности и уважения главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, настоящему патриоту, нашей страны. Я хотел сказать, что когда мы формировали облик нашего памятника, мы постарались, чтобы на этом барельефе был запечатлен облик одного из воинов 112-й башкирской кавалерийской дивизии, Дачиева Хансулпана Чатаевича, который стал героем Советского Союза. Это очень авторитетный, очень уважаемый воин и сын чеченского народа. Примите от нас уважение от всего Башкортостана. Мы приветствуем наших братьев с Калмыкии. Глава Калмыкии передавал глубокий привет. Он хотел приехать, выехал просто провожать своих ребят на передовую. Низкий поклон и слова благодарности Бату Сергеевичу. Сегодня у нас находится делегация Ульяновской области, наши добрые соседи. Глава Ульяновской области завтра прибывает с официальным визитом, и мы проведем плодотворную повестку. Сегодня с нами депутаты Государственной Думы, видные государственные деятели, наши известные земляки, воины, герои Советского Союза и Российской Федерации, многие добрые друзья нашей республики. Давайте поприветствуем их всех. И я хочу сказать, что ваше участие в торжествах по случаю Дня Республики для нас прежде всего большая честь. Уважаемые соотечественники, сегодня Россия вступила в полосу главных в жизни нашего поколения испытаний. Именно так. И вместе мы вершим историю нашей великой державы. Как и в огненные годы Великой Отечественной войны, мужество, верность долгу и отчизне проявляют российские воины, достойно решая задачи специальной военной операции. В том числе это башкирские батальоны, которые носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова. При этом хочу сказать, что по инициативе Боевого братства и парней наших, прошедших службу в горячих точках, формируется 3-й батальон имени Салавата Юлаева. Сейчас наши парни бьются на самых горячих участках фронта для того, чтобы защитить наших соотечественников от нацизма, отстоять суверенитет нашей страны. Жители Башкортостана поддержали решение президента о частичной мобилизации. Многие мужчины, не дожидаясь повестки, пришли на призывные пункты. И мы всем сердцем желаем нашим братьям скорейшей победы и, самое главное, возвращения домой живыми и невредимыми. К сожалению, у нас есть боевые потери. Я назову 3 фамилии среди погибших. Это 3 героя Российской Федерации. Все посмертно. И я думаю, что родители этих парней находятся здесь в зале. Это русский Максим Серафимов. Башкир Тамерлан Ильгамов.
удмурт Игорь Насибулин. И я скажу так, что все те, кто сейчас сражается, защищает Донбасс и Россию, они все для нас герои. И мы ими гордимся и дорожим ими. Сегодня в этом зале родные и близкие участников спецоперации. Прошу почтить память павших воинов. Минуты молчания. Прошу садиться. Главной задачей нашей республики на сегодня я вижу задачу окружить заботой и вниманием наших воинов, их родных и близких. Администрации районов и городов помогают и будут помогать семьям бойцов в решении жизненных и бытовых вопросов. Особо хочу сказать, сегодня я подписал распоряжение, в котором дополнительно к федеральным гарантиям сохранения рабочих мест, льгот по кредитам, оплате жилищно-коммунальных услуг предусмотрены еще более 30 мер поддержки наших воинов. Они касаются зачисления в детский сад, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские оздоровительные лагеря, обеспечение школьников и студентов колледжей горячим питанием. Пожилые родственники, инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьям мобилизованных будут облегчены условия программы жилстройсбережения и предоставлена возможность купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. Я твердо заверяю, что все эти меры будут выполнены. Уважаемые друзья, сегодня наша страна живет в условиях жесткого внешнего давления, открытого военного, экономического, информационного противостояния. Но наше общество сплотилось вокруг президента России Владимира Владимировича Путина, одобряя его линию по обеспечению безопасности России, формирования нового многополярного мира. По итогам референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Херсонской и Запорожских областях наши братья вернулись в общий дом, в Великую Россию. И это событие стало торжеством исторической справедливости. Дорогие друзья, Россия достойно выдерживает беспрецедентное санкционное давление. Такого никогда не было. Башкортостану, несмотря на санкции и тяжелые коронавирусные годы, удалось достичь успехов в экономике, социальной сфере. У нас растет промышленность и сельское хозяйство. Открываются наши предприятия. Второй год подряд республика становится лидером в стране по эффективности промышленной политики. Мы входим в число лучших регионов в национальном инвестиционном рейтинге. За последние 3 года инвестиции в экономику выросли на треть, на более чем 30%. Сейчас реализуется почти 1700 инвестпроектов на почти 1 миллиард рублей, триллион рублей. Мы гордимся нашими нефтяниками, машиностроителями, металлургами, шахтерами, химиками, швеями. Отмечу наших аграриев, собравших рекордный урожай – более 5 миллионов тонн зерна. Отмечу строителей, которые и в этом году ставят рекорды по вводу жилья. В этом году впервые в истории нашей строительной отрасли мы перейдем планку более чем в 3 миллиона квадратных метров ежегодно. Я хотел сказать особое спасибо труженикам дорожной отрасли за сотни километров новых дорог и мостов. Объем дорожного фонда в Башкирии достиг в этом году рекордных 35 миллиардов рублей. Сегодня не могу не сказать о нашей Уфе, о нашей столице.
Особое внимание мы уделяем нашей столице в преддверии ее 450-летия. Уфа стала большой строительной площадкой. Мы возводим крупные объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта. Приводим в порядок дома, дворы, дороги, парки и скверы. Уверенно улучшаем транспортную инфраструктуру. Реализуем крупнейшие инфраструктурные проекты «Восточный выезд» и «Южные ворота». Сегодня заговорил о нефтяниках, и просто вам всем, мне кажется, будет интересно. 2 дня назад мы с Андреем Геннадьевичем навестили нашего старшего товарища, первого президента Республики Башкортостан Муртазу Губайдуловича Рахимова. И возраст берет свое, мы все побаливаем, но он просил передать вам всем слова благодарности, уважения и пожелания успехов. Сегодня я говорю спасибо всем вам, дорогие земляки, заслуженным ветеранам, добросовестным труженикам, талантливой молодежи, за любовь к родной республике, честный труд и душевную щедрость, за возможность в едином ритме со всей страной строить будущее, воплощать четкую стратегию движения Башкортостана вперед с учетом новых вызовов и реалий. Уважаемые соотечественники, при Владимире Владимировиче Путине наша Родина вновь становится могучей. И в эти юбилейные для нашего президента дни мы желаем ему крепчайшего здоровья, успешного претворения в жизнь масштабных, судьбоносных планов во имя будущего России. Мы живем любовью и верой в родную республику и нашу страну, желанием прославить ее большими делами. Мы разные, но мы едины в нашем порыве. И сейчас пришло наше время. Время решительно действовать на благо нашей республики и нашей страны. Крепкий, надежный, сильный и уверенный Башкортостан – это могучая и непобедимая Россия. И наше дело правое, и победа будет за нами. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, успехов, мира, добра, дорогие мои земляки. Республика Кенеменан Котлаем. Рахмат. Указами главы Республики Башкортостан награждены Орденом Дружбы Народов Гафаров Фидан Сафич. Фидан Сафич Гафаров попал в труппу Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в 1967 году. За годы службы он сыграл много ролей, которые вошли в сокровищницу театрального искусства Башкортостана. С Фиданом Гафаровым связана целая эпоха Башкирского национального театра. Артист стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен, а композиции и спектакли в исполнении Фидана Гафарова стали своеобразной визитной карточкой театра. Гвоздикова Инга Михайловна. Инга Михайловна Гвоздикова – советский и российский историк, научный сотрудник Института истории языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук, кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры Башкортостана. Инга Михайловна – автор более сотни научных работ по социально-экономическому развитию республики.
изучала историю Пугачевского восстания. В работе Салават Юлаев «Исследование документальных источников», работая с архивами, впервые в отечественной историографии систематизировала документы, освещающие деятельность Салавата Юлаева в восстании и факты его биографии. Салават предстает прозорливым деятелем, сострадательным вожаком народных масс, стремившимся обеспечить справедливое общественное устройство. Щербаков Салават Александрович. Салават Александрович Щербаков – скульптор-монументалист, народный художник России. На счету Салавата Александровича десятки скульптур, которые имеют эпохальное государственное значение. Много композиций Салават Александрович создал и на тему войны. Все они отличаются внушительными размерами и мощным смысловым значением. Теперь в списке работ Салавата Щербакова и композиция с памятником Герою России генералу Минигали Шаймуратову в городе Уфе. История нашей страны, история Башкирии, история подвига генерала Шаймуратова – это личный подвиг, это лично это сам человек, герой, который отдал свою жизнь за Родину. Для нас это огромная честь, огромная ответственность и такая позитивная радость. Орденом Салавата Юлаева Ишикаев Ильдар Хайрварович. Ильдар Хайрварович Ишикаев, родом из села Нордовка Мелеузовского района, начинал работать в колхозе простым механизатором. Первый его трактор ДТ-75. С трепетом вспоминает то время. В 2010 году Ильдар Хайрварович стал заслуженным работником сельского хозяйства Башкортостана. После его избрали депутатом. С 2017 года он глава родного сельсовета, но все так же иногда выходит работать в поле. В 2022 году на 9-м открытом чемпионате России по пахоте Ильдар Хайрварович занял 2-е место. В селе главное любить свою работу, любить свою технику, настраивать ее как положено. И главное любить свою землю. Орденом генерала Шаймуратова Абдрахманов Азамат Фаритович. Абдрахманов Азамат Фаритович, руководитель аппарата правительства, министр Республики Башкортостан. В 2022 году в составе делегации от региона более 6 месяцев участвовал в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Под его личным контролем, несмотря на периодические ракетные удары ВСУ, решался вопрос нехватки врачей и медоборудования, строительства и ремонта дорог, восстановления социальных объектов, среди которых и школа номер 22 имени генерал-майора Минигали Шаймуратова в городе Петровском. Все это строилось на их глазах, поэтому эмоции были позитивные. Детишки играли, тем более мы параллельно здесь через дорогу строили детскую игровую площадку. Мы завоевали доверие местных жителей буквально за 10-15 дней. Диваев Рафаил Узбекович. Диваев Рафаил Узбекович, председатель общественного совета при МВД Башкортостана.
Прошел путь от младшего инспектора уголовного розыска Стерлитамакского горисполкома до министра внутренних дел республики. Не раз был в служебных командировках в Чечне. С коллегами делал все возможное для установления на чеченской земле закона и порядка. Общий трудовой стаж в органах внутренних дел 38 лет. За 12 лет руководства башкирской милиции не допустил терактов, активизировал деятельность правоохранительных органов, уделял внимание профессиональной подготовке сотрудников. При его непосредственном участии раскрыто немало резонансных преступлений. За успехи в службе неоднократно отмечен различными наградами. Мы выросли на примерах защитников Отечества. Они вдохновляли нас. Уверен, что солдаты современной России тоже станут примерами героизма для будущих поколений нашей страны. Медалью за трудовую доблесть Молдашев Эрнст Ривгатович. Эрнст Ривгатович Молдашев – советский и российский хирург-офтальмолог, хирург высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, главный научный консультант Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава Российской Федерации, автор 60 патентов на новые изобретения в медицине, выпустил 400 научных публикаций и 7 монографий. Каждый день в клинике, где работает Эрнст Молдашев, спасают зрение десяткам пациентов. Я не знаю, почему я люблю медицину, почему я люблю больных прежде всего. Я очень горд, что к нам едут больные со всего мира. Для этого нужно быть просто-напросто чистым внутри и не любить деньги, а любить жизнь и любить пациентов. Рахимов Рамиль Насибулович. Рамиль Насибулович Рахимов – кандидат исторических наук, доцент кафедры историографии и источниковедения Башкирского государственного университета. Любовь к истории и культуре своей родины у Рамиля Насибуловича от родителей. Он автор 170 исторических работ, более 30 лет изучает военную хронику народов Башкортостана. В числе исследований – пограничная служба башкир, история башкиро-мещерякского войска, тептярских полков, участие башкир в Отечественной войне 1812 года. Если мы знаем историю, мы понимаем сегодняшнее время и понимаем, зачем мы что-то делаем и вообще ради чего живем. Поэтому нам нужно и для будущего, чтобы мы проецировали свои устремления на будущее, сравнивая с тем, что происходило. Указом главы Республики Башкортостан присуждены государственные премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры 2022 года работникам общества с ограниченной ответственностью экспертно-проектное бюро «Ахтамга» за проект строительства здания и создания экспозиции историко-культурного музейного комплекса «Шульганташ» в Бурзянском районе Республики Башкортостан, Алибаеву Рустаму Ильдаровичу, Актуганову Ильфату Рауфовичу, Тажединовой Гульфие Нуровне. Историко-культурный музейный комплекс «Шульганташ». Еще одна жемчужина, которая появилась на карте Башкортостана в 2022 году. Это научно-исследовательский центр, который объединил многих ученых и экспертов по наскальной живописи.
Здесь разместили точные копии панно с древними рисунками знаменитой на весь мир пещеры Шульганташ. Опираясь на лучший опыт зарубежных проектов музеев пещер, в Бурзенском районе создали оригинальное здание, олицетворяющее основную мысль башкирского народного эпоса «Урал-Батыр». Проект воплотила в жизнь большая команда строителей под руководством директора бюро Рустама Алибаева, архитектора Гульфии Тажиддиновой и инженера-конструктора Ильфата Актуганова. Работникам Государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан за проект «Золотые страницы наследия» Загира Исмагилова, Назиуллину Артуру Искандаровичу, Крюкову Дмитрию Сергеевичу. «Золотые страницы наследия» Загира Исмагилова. Авторский проект генерального директора Госоркестра Башкортостана, народного артиста республики Артура Назиуллина и главного дирижера, заслуженного артиста Башкортостана Дмитрия Крюкова. Авторы стремились сохранить и приумножить наследие народного артиста СССР Загира Исмагилова. Авторы проекта досконально изучили особенности музыкальных текстов композитора и его творческий почерк, восстановили утраченные фрагменты нот, переложили их для Большого симфонического оркестра. За спектакль «Потомки Салавата» не отступят Буракаевой Зухре Декатовне, Кабирову Артуру Зинуровичу, Низамединову Раису Жавдатовичу. Спектакль Башдрамтеатра «Потомки Салавата не отступят» охватывает период от прихода Минигали Шеймуратова в 112-ю Башкавдивизию и до его гибели и опирается на подлинные источники из фондов Национального и военно-исторического музеев республики. Документальные сведения, переплетаясь с народными песнями, стихотворениями военных лет, фольклором, создают новый художественный формат. Так рождается театральный образ генерала Шеймуратова. Авторы проекта – драматург Зухра Буракаева, актер Артур Кабиров и хореограф постановки Раис Низамеддинов вместе с памятью легендарного генерала Шеймуратова спектаклем «Потомки Салавата не отступят» отдают дань уважения славным конникам легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии и всем воинам, отдавшим жизни ради победы. Поощрен благодарностью главы Республики Башкортостан
Смаков Арсений Ринатович. Арсений Ринатович Смаков. Ученик 10 класса школы номер 45 города Уфы. Физика, математика, история и география – его любимые предметы. Именно география, как наука о планете, интересует мальчика с детства. Началось все с семейных туристических походов. Участвовал во Всероссийской школьной олимпиаде. В составе российской команды юных географов Арсений Смаков прошел 3 тура на английском языке и занял 3-е место в 7-й Европейской географической олимпиаде. Вот это любопытство, которое есть у каждого географа, у каждого исследователя, путешественника, и, это все приводит к новым открытиям, которые помогают человечеству развиваться, идти дальше и создавать что-то новое. Уважаемые участники торжественного собрания, сегодня на праздновании Дня Республики присутствуют почетные гости. Мы рады приветствовать вас в Республике Башкортостан. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики Пушилину Денису Владимировичу. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые друзья, поздравляю вас с Днем Республики Башкортостан. Рад находиться здесь, среди вас, в этот значимый для каждого жителя Башкирии день и разделить с вами гордость за республику и, конечно же, за ее жителей. Донбасс и Башкортостан связаны узами давней дружбы. Совместно мы написали множество ярких страниц нашей общей истории. Вместе гнали немецко-фашистских захватчиков, вместе чтим подвиги наших общих героев. Подвиг 112-й башкирской кавалерийской дивизии, освобождавшей Донбасс, подвиг генерал-майора Минигали Шеймуратова, подвиг сегодняшних освободителей Донбасса и защитников всей России. Жители республики не понаслышке знают о мужестве и стойкости башкирских воинов. Мы вместе приближаем победу. Есть у нас и совместные проекты мирного строительства. В самые сложные времена Башкортостан был поддержкой Донбассу. Уверен, что в лучшее мы станем надежными партнерами. Друзья, у нас единая цель – могучая и процветающая Родина – Россия. И то, что мы уверены в общем славном прошлом, уверены в тех традициях, уверены в тех переплетающихся событиях, крепко связаны дружбой и традициями, каждый день придает нам сил. От всего сердца желаю каждому жителю Башкирии благополучия, здоровья, мира и счастья. Пусть Республика Башкортостан всегда будет цветущей и успешной. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена уверенностью в будущем. С праздником!
Слово предоставляется председателю Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Крупко Ивану Ивановичу. Уважаемый Радий Фаритович, дорогие жители Башкортостана, дорогие гости, от имени руководства и жителей Гомельской области примите сердечные поздравления с Днем Республики Башкортостан. У каждой земли своя неповторимая история, свои духовные и культурные традиции. Современная Башкирия – республика, в которой удивительным образом соседствуют вековые устои и деловой ритм жизни. Бережно храня свое историческое прошлое, вы устремлены в будущее, уверенно двигаетесь к поставленным целям, последовательно осуществляя социально-экономическое преобразование и проводя дружественную внешнюю политику со многими государствами и отдельными регионами. Свидетельством этому служит многолетнее взаимовыгодное сотрудничество предприятий Гомельской области с башкирскими предприятиями. Убежден, что основанные на принципах дружбы наши межгосударственные и региональные связи будут впредь неуклонно развиваться и крепнут. В этот знаменательный день примите искренние пожелания счастья, благополучия, мира и согласия. С Днем Республики! Я попросил бы вынести подарок в честь Дня Республики и оставить его здесь от нашего ВАЗу Добружского фарфорового завода. Слово предоставляется российскому политическому деятелю, генерал-полковнику Вооруженных сил Российской Федерации, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Шаманову Владимиру Анатольевичу. Уважаемый Радий Фаритович, уважаемые товарищи ветераны, ветераны боевых действий, труда, уважаемые друзья и приглашенные. Сегодня замечательный праздник отмечает Республика Башкортостан, день своего образования, и одновременно мы сегодня, через 2 года после присвоения президентом страны звания Героя Российской Федерации, открыли памятник, посвященный талантливому военачальнику, самородку башкирской земли, генералу Шаймуратову. Позвольте от всего геройского сообщества страны, которое я возглавляю, передать искренние слова благодарности за те мероприятия, которые проводятся на самом высоком уровне, в которых принимают участники, герои Советского Союза и России в последние годы. И это как никогда уместно и кстати. Поэтому за особые позиции в военно-патриотическом воспитании, за сохранение связи поколений Российская ассоциация героев и уроженец Донбасса Некрасов Владимир Ильич в дар передают республике 11 картин современных художников для того, чтобы здесь они, значит, призывали новые поколения молодых граждан Башкирии вставать в ряды защитников Отечества. Особо хотел отметить те достижения, которые сегодня показывают ваши воспитанники в рядах 2 батальонов имени генерала Шаймуратова
и легендарного спецназовца Достовалова. Они являются лучшими в группировке войск на Донбассе. И в завершение я хочу сказать, Башкирия, сохраняя традиции и устремляясь к новым достижениям, именно сегодня показывает пример в самом лучшем его проявлении. Патриотизм был и остается стержнем нашей государственности, нашей крепости духа. И ни у кого не должно быть сомнений. Победа будет за нами, наше дело справедливое. Слава России и спасибо Башкортостану. Слово предоставляется заместителю премьер-министра Республики Татарстан Шейхразиеву Василию Гаптелгаязовичу. Hörmətli Ради Фарид улы, қадірлі достар, Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нурғалиұлы Минниханов исеменнән, Дәүләт Советы исеменнән, Хөкүмәт исеменнән, ихлас күңелдән сезне Дәүләт бәйрәме Башкортстан көне белән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, тынычлык, яңадан яңа уңышлар телим. Алга Башкортстан, Татарстан һәр вакытта да сезнең белән. Уважаемый Ради Фарич, дорогие друзья, разрешите огласить приветствие нашего президента Рустама Нургалиевича. Уважаемый Ради Фаридович, от имени татарстанцев, от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю Дня Республики Башкортостан. Убежден, этот праздник объединяет всех, кто искренне любит родной край, гордится его славным прошлым, своим талантом, энергией и неустанным трудом творил настоящее, готов и впредь заботиться о благополучии и счастливом будущем. Минувшие десятилетия стали временем динамичного роста, эффективной реализации богатейшего индустриально-аграрного, интеллектуального, инвестиционного и духовно-культурного потенциала республики, который сегодня по праву занимает почетное место в ряду ведущих регионов страны, вносит значимый вклад в решение общенациональных задач. Пусть этот праздник, символизирующий нерушимое единство и общность созидательных устремлений представителей самых разных народов в мире и в согласии проживающих на дружелюбной башкирской земле, несмотря на всю сложность нынешней ситуации, пройдет на высокой, вдохновляющей ноте, придаст всем новых сил и энергии для дальнейшей активной работы во благо родной земли, подарит уверенность в том, что все, даже самые сложные цели обязательно будут достигнуты, а многочисленные трудности преодолены. Разделяем с вами, нашими дорогими соседями, радость этого большого события и выражаем надежду на то, что многолетние традиции братства и доверия будут и впредь надежным фундаментом содержательного диалога между Татарстаном и Башкортостаном в интересах двух регионов и нашей общей родины России. Желаем вам, всем жителям Республики Башкортостан, доброго здоровья и счастья, благополучия и успехов, мира и процветания. Бәйрәмегез мүбәрәк булсын, кадерле күршеләр. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Бәйрәм белән!
Слово предоставляется полномочному представителю Чечни в Республике Башкортостан Цулаеву Казбеку Рукмановичу. Дорогие друзья, здравствуйте. Главе Республики Башкортостан Хабирову Радию Фаритовичу. Уважаемый Ради Фаритович, от всей души поздравляю вас и в вашем лице всех жителей с Днем Республики, 32-й годовщиной провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Главный государственный праздник Республики Башкортостан является символом единства ее многонационального народа, объединяет всех, кто гордится ее многовековой историей, духовным и культурным наследием. И сегодня Башкортостан по праву является одним из ведущих регионов России. Республика Башкортостан – один из крупнейших индустриальных центров Российской Федерации, в котором успешно функционируют топливно-энергетические, металлургические, машиностроительные комплексы и другие виды производств. Все успехи и достижения республики – это результат больших усилий, деятельности производственных коллективов, организаций и учреждений, работников самых различных отраслей. Убежден, что любовь к родному краю, искреннее стремление внести свой вклад в его процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов в интересах Республики Башкортостан и всей России. Нам очень важен опыт Башкортостана в развитии экономики, межнациональных отношений, государственном строительстве и во многом другом. Желаю мира, благополучия и успехов в дальнейшем развитии, плодотворной работы, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, новых сил и энергии в служении государственному делу на благо жителей Республики Башкортостан. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Слово предоставляется главе города Элисты, председателю Элистинского городского собрания Республики Калмыкия Арзаеву Николаю Павловичу. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые друзья, разрешите мне огласить приветственный адрес главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые жители Башкортостана, от братского народа Калмыкии поздравляю вас с Днем Республики Башкортостан, одним из главных и наиболее значимых государственных праздников, который является символом единства ее многонационального народа, беззаветной любви к родному краю. Символично, что именно в День Республики открывается памятник прославленному башкирскому герою, командиру 112-й башкирской кавалерийской дивизии, герою России Минигали Шаймуратову, который проявил невероятное мужество и решительность, защищая Отечество. Для России это не просто памятник, это дань всем бойцам, которые погибли, защищая Родину от врагов. От северных амуров и героев 112-й кавдивизии до воинов-интернационалистов и сегодняшних защитников суверенитета страны. Новый памятник, над созданием которого трудились десятки людей, несомненно, станет в один ряд с крупнейшими символами победы – Жевским мемориалом и мемориальным комплексом Саур-Могила. Хочу отдельно поблагодарить за вклад в сохранение героического прошлого нашей страны соавтора проекта народного художника России Салавата Александровича Щербакова. Уважаемые соотечественники, между народами Калмыкии и Башкирии исторически сложились глубокие связи. Нас многое роднит. Мы часть многонациональной России, и во все времена наши народы доблестно защищали интересы нашей общей Родины. Уверен, что наше сотрудничество, заложенное соглашением, подписанным в этом году, будет развиваться и крепнуть взаимовыгодными проектами. Желаю крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, счастья, мира, благополучия и добра. Глава Республики Бату Хасиков.
уважаемые друзья, действительно, судьбы наших народов очень тесно сплетены исторически. В этом году наша республика отмечала 80 лет формирования 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Наши две дивизии, 110-я, 112-я, героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и оставили нам завет. Завет в единстве, в дружбе, в братстве наших народов, сила и могущество, и непобедимость нашей Родины. Так было тогда и так будет сейчас. И еще, по братству наших народов я могу подтвердить историю моей семьи. Мой брат 40 лет назад женился на башкирке. Мой племянник 10 лет назад мне говорит: дядя, поехали в Раевку, в Уфу, я невесту нашел. Женил его, ну, правда, она увезла его в Башкирию, сейчас на башкирской земле растут два моих внука. И мы сплетены, это дорогие, родные, собратья. Еще раз поздравляю всех вас с праздником, процветания, добра. Калмыкия, нан, куб, кайнар, салям. Звучат гимны Республики Башкортостан и Российской Федерации. Выносятся государственные символы Российской Федерации и Республики Башкортостан. Направо, вот, напле, чё, шагом, марш!
Хәерле көн, хөрмәтле кунактар, кадерле дуслар. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Республика көне уңайнан үткән тантаналы концертта һеҙҙең алда Башҡортостандың сәнғәт оҫталары. На торжественном концерте, посвященном Дню Республики, вас приветствуют мастера искусств Башкортостана. У каждого человека есть Родина. Атай-сан. Ее, как и родителей, мы не выбираем. Она дается нам вместе с рождением. Для меня Родина – это место, где я родился. Это Родина моих предков. Да, мы говорим на разных языках. Да, у нас разное вероисповедание. Нас различает многое. Но мы вместе. Я, ты, мы. И все мы одинаково любим нашу родную землю, на которой живем. Здесь солнце светит ярче, трава зеленей, небо самое голубое. У каждого из нас в сердце живет искренняя любовь к родной земле, к малой родине. Атай-сан, мин һине яратам. Лесных дубрав, ковер цветущих трав, нет ничего милее родного края. Здесь дышится легко, наверное, от того звучит в душе мелодия курая. Облако небо бездонное, здравствуй, земля моя, я снова здесь. Радость и боль моя, благословенная. Спасибо, что ты на свете есть. Башкортостан, Башкортостан, жемчужина Урала, республика, которая нам очень домом стала. С Россией вместе на века, народов дружная семья. Одна любовь, одна судьба, сердца
гордимся своей Родиной по праву. Пусть крепнет наш союз священных братских уз, да здравствует великая держава. Песни орлиные, степи раздольные, зори рассветные тают вдали. Ты наше счастье, милая Родина. Мы дети благодарные твои. Башкортостан, Башкортостан, жемчужина Урала, республика, которая нам общим домом стала. С Россией вместе на века, народов дружная семья. Одна любовь, одна судьба, сердца людей связала. Башкортостан, Башкортостан, жемчужина Урала, республика, которая нам общим домом стала. С Россией вместе на века, народов дружная семья. Одна любовь, одна судьба, сердца людей связала. Мы с Россией неделимы, и пусть дорога нелегка, с тобою вместе мы, Россия, с тобою вместе на века. Я тебя не выбирала, так уж вышла. Родина моя всегда со мной. Здесь мои друзья, и я не смыслю в этом мире родины другой. Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой, просто будь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой, в добрый путь. Я тебя не выбирала, так случилось. Быть добру и не бывать беде. Родина моя, всем нам на милость, добрых и счастливых лет тебе. Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой, просто будь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой, в добрый путь. Милая моя, милая моя. Россия, будь всегда красивой, доброй и счастливой,
просто путь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой в добрый путь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой в добрый путь. Добрый путь. Добрый путь. Ир-егіттер yana бірдем қозғалды. Хақлар үшін озатлықты, ватанды. Батырдары битулар бүйік Уралдың. Қанатмастар, Башқұртстан ұлдары. Юлдарға, сыған юлдарға, ташлап дүнияларымды, мен өдем менен алырмын, әйткен дұғаларымды. Мен өдем менен алырмын, әйткен дұғаларымды. Юлдарға, сығам юлдарға, көдеми хаталарда, әсейлер илап қалалар, бізді ұдаталарда. Әсейлер илап қалалар, бізді ұдаталарда. Юлдарға, сығам юлдарға, ташлап дүнияларымды, мен өдем менен алырмын, әйткен дұғаларымды. Мен өдем менен алырмын, әйткен дұғаларымды. Юлдарға, сығам юлдарға, емлі таңыдар атқанда, изгелік тілеп қаламын, юлда ұсыраған дарға. Изгелік тілеп қаламын, юлда ұсыраған дарға. Юлдарға, сығам юлдарға, ташлап дүнияларымды, мен өдем менен алырмын, әйткен дұғаларымды. Мен өдем менен алырмын, әйткен дұғаларымды. Юлдарға, сығам юлдарға, хәтер заманаларда, йырақта кімдер құл болғай, тұман араларында. Йырақта кімдер құл болғай, тұман араларында. Юлдарға, сығам юлдарға. Жди меня.
И я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Россия — это прежде всего люди. Во все времена у нашей страны были свои герои и защитники, которые приумножали ее доблесть и славу. Мы помним и свято чтим подвиги наших предков, черпаем в них вдохновение и силу для будущих дел и свершений. Дорогие друзья, вас поздравляет народный джангарчи Калмыкии Владимир Каруев. Отрывок из калмыцкого героического эпоса «Джангар».
орман хан саған ұлын даутлық жомырындырам. Арыстарабан қойар ұлын депсің дара, аудар бұғда жаңринерге далан сайыр ділділікцен. Которому нету предела, переполняет великий народ. С верой в победу и в правое дело Родина наша, Россия, живет. В этой стране нас таких миллионы, мы так похожи размахом души. Совесть и честь нашей жизни каноны, крепок наш дух и несокрушим. Истории жгут супостаты, ложные ценности ставя на кон, тщетно стирая заслуги и даты, подвиги предков минувших времен. Только вот правда написана кровью и отвоевана в честных боях. И вопреки мировому злословию это навечно в наших сердцах. Стянем ряды, братцы, время за штык браться, коль суждено сражаться добру со злом. И обсуждать нечего, смело пойдем в сечу, победе навстречу. Снова бушует огнем поле брани, снова добро в смертоносном бою, снова решение судьбы на грани, снова Россия в едином строю. Мы не бросаем своих
своих так ведется, не подставляем и не предаем. Русский народ никогда не сдается, мы свою родину не продаем. Мы не бросаем своих, так ведется, не подставляем и не продаем. Русский народ никогда не сдается, и мы свою родину не предаем. Стянем ряды, братцы, время за штык браться, коль суждено сражаться добру со злом. И обсуждать нечего, смело пойдем в сечу, победе навстречу за отчий дом. Стянем ряды, братцы, время за штык браться, коль суждено сражаться добру со злом. И обсуждать нечего, смело пойдем в сечу, победе навстречу за отчий дом. Твои сыновья и дочери, Россия. Ты одна, ты наша Родина. Ты наша гордость и сила, наша могучая, великая рать. Біз Башқұртстан ұлдары һәм қыздары. Біз батырдар тұқымы. Біз төнек амурдары, варистары. Başlarıma giygen tübeteyden Hiken higidiken ilgi Gilgen derden birle karaptıram Hediken hid dünya kıdıgı Devden il uynar gülür yerde Devden il handu hayranil Devden uynar gülür yerde Devden handu hayranil Alma baksalarına haykır hem Matur kızlar almayı alır Yüzleri gidi yaktı Hude gidi tatlı Kumeli derim hızlı yelir Bebeğin uynar gülür yerde Bebeğin handuvas hayranil Bebeğin uynar gülür yerde Bebeğin handuvas hayranil И земляки во все времена славно били врага.
Мы побеждали и будем побеждать, потому что мы отступать не умеем. Bizning ilimiz go'zal, bizning ilimiz matur. Başlarıma diken tübeteydi, diken 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 ırgı, kilgen derden birlik qarab duram, diken dünya gülgü. Bizden il oynar gülür yerde, bizden il handuğas hayrar il. Bizden il oynar gülür yerde, bizden il handuğas hayrar il. Bizden il oynar gülür yerde, bizden il handuğas hayrar il. Bizden il oynar gülür yerde, bizden il handuğas hayrar il. Pratika. Bayram bilan. Көндәлек язу минең гадәтемә ингән. Быны нисәмә елдар мин көндәлек алып барам. Кем белә, бәлки уны мин яшәүдән туктаган сала дәвам итәрмен. Человек, у которого нет молодости души, писателем стать не может. Писатель тот, кто постоянно всему удивляется, находит что-то новое. Минең үз күзем, үз һүзем бар. Мин үземсә күрергә, үземсә әйтергә хаклы. Тик мин уны насар әйтергә генә хакмын. Пряный вечер. Гаснут зори. Ә һез мине вакытлы быгаулар менән быгауларга тырышмагыз. Фикеремдә быгаулатмам. Шагыйрь фикере фәхишә түгел. Ил тойгыһы иргә медал түгел, муенына тагып йөрергә. Ил тойгыһы ирдең намысында, йөрәгендә йөрөй, гел бергә. Тәнемдәге һәрбер күзәнәгем ил тойгыһы менән тулганда, тамак ярып нигә кыскырырга? Нигә миңа медал тугандар? Ил тойгыһы бар тормышым минең, тын алышым, йөрәк тибешем, ул газабым, ул хазинам минең. Һәм исбатлар уны тик эшем. Я горжусь тем, что я россиянин и великой страны гражданин. От Москвы и до самых окраин я душою с Россией един. Я родился и вырос в России, я победами предков горжусь. Не поставить ее на колени, этой правды всегда я держусь. Россия, с тобой буду я до конца. Россия, хранят пусть тебя небеса. Россия, народов единый кулак. Россия, пусть всегда будет так. Я горжусь тем, что я россиянин и великой страны гражданин. От Уфы и до самых окраин я душою с Россией един. Не опусть
опустится славное знамя, не поникнет двуглавый орел, не погаснет любимое пламя. В эту песню я истину вплел. Россия, с тобой буду я до конца. Россия, храня пусть тебя небеса. Россия, народов единый кулак. Россия, пусть всегда будет так. Россия, с тобой буду я до конца. Россия, храня пусть тебя небеса. Россия, народов единый кулак. Россия, пусть всегда будет так. Россия, пусть всегда будет так. Көк Уралдың еркен көкрегінде Озат шоңқар ғұрыр ұсқанын, Қорай мен сикхет шатлық менен. Дон еңе, дон Башкортостаным. Подобен мой Урал богатырю, над ним парит бестрепетно Сапсан. Я с бесконечной радостью смотрю, благословен ты, мой Башкортостан. Башкорт жерінде батыр егеттер туған. Белән башкорт жерінде милли рух көсле булган. Урал тауа гиделем, Асlı күле миремел. Илминең йөрәгендә яны түгел илгәя. Башкортостан, Башкортостан, батырлардан төяге. Башкортостан, Башкортостан, büyük Рәсәй терәге. Башкортостан, Башкортостан, Курайындан моңдары. Башкортостан, Башкортостан, алтын бәхет таңдары. Историю знаю башкир, страха не знали они, голов не склоняли своих в самые трудные дни. Атакою шли на Берлин и до Парижа дошли. Мамы взрастили сынов, дух воинов дан от отцов. Башкортостан, Башкортостан, край великих сынов. Башкортостан, Башкортостан, нашей России оплот. Башкортостан, Башкортостан, море курая цветов. Башкортостан, Башкортостан, это счастливый народ.
Башкортостан, Курайындың мұңдары. Башкортостан, Башкортостан, алтын бақыт намдары. Башкортостан, отчизна дорогая, ты для нас священная земля. С Урала солнце сходит, озаряя Наши горы, реки и поля. Славься наш Башкортостан, судьбой народу ты для счастья дан. С Россией мы едины и всегда процветай, Башкортостан. Башкортостан инейклі ғазиз ер, халқымыздың ізгі ватаны. С днем рождения, моя республика! Туған күнің менен, ғазиз ерің.